представлюсь, зовут меня Галихузина Разидария Мудина, я являюсь кандидатом исторических наук, конфликтолог. Эта профессия достаточно непонятная для уха простого обывателя, но тем не менее данное направление существует в рамках Казанского федерального университета, ведет подготовку студентов разного уровня, как бакалавриат, магистратура. Собственно, существуем мы с 2011 года, но делаем свои первые шаги, относимся мы к психологическим специальностям, но есть у нас некоторое такое вот отхождение от материнского лона. Я также представляю, членом являюсь Ассоциации психологической помощи мусульман. Такая вот новая структура, которая собрала в себе общественных деятелей, мусульманских деятелей, представителей науки, педагогов, в том числе и мусульманских педагогов. Да? Ну и, собственно, любую помощь, которая посильна в поддержании стабильности, поддержании психологического здоровья, психологической устойчивости, мы ее оказываем. Есть бесплатная абсолютно телефонная линия, если вам необходимо обратиться, я подскажу. Ну и, собственно, актуальность того, что я говорю, можно первый слайд. Да? Да. Очень много будет научных терминов, за что прошу прощения. Значит, первое – это вот та самая инструментальная функция в любой задаче исследовательской, научной, моей, скажем так, работе. Во-первых, эта тема меня волнует давно, вот так вот, чтобы я села и что-то начала осмыслять, тем более выходить на представителей мусульманского сообщества, а мы работаем с имамами и с казами. Вот неделю назад, даже 2 недели назад прошло обучение, прошло такая первая разведка для меня как консультолога туда, собственно, мы менялись практиками, и мое выступление здесь, оно случилось благодаря общению с ректором учебного заведения, который меня любезно пригласил, я просто не могла не отказаться, не имела на это права морального. Поэтому я в первую очередь прошу и выражаю слова признательности и благодарности организаторам за мое здесь выступление и приглашение. Ну и, собственно, все начинается с небольших тезисов и статей. Мы с коллегой объединили усилия, и вот буквально в прошлом месяце в научном журнале, который рецензируется ВАК, вышла наша статья «Как наши мусульманские женщины справляются с конфликтными ситуациями». Все результаты я проговаривать не буду, можно будет почитать. Еще раз говорю, кому интересно, мы выводы свои опубликовали, и, собственно, с ними можно будет познакомиться. На что я обращаю свое внимание, и вообще у меня такая вот есть большая задача передо мной, как будет мусульманка, представительница научного сообщества. Это весь конфликтогенный потенциал, все технологии, которые в Священном Писании указаны, плюс в хадисах, да, донести на доступном языке, потому что кроме как нашего мусульманского сообщества есть еще многие заинтересованные в том, как согласно религии поступать в том или иной, в той или иной кризисной ситуации, да, как реагировать на агрессию, правильно причем, да, ну и, собственно, как ее конструктивно выражать. И поэтому моя такая мечта, если есть единомышленники в этом вопросе, мы можем соединяться. Вычленить то самое содержание, переложить ее не на богословскую, скажем так, стезю, да, а на язык науки и посмотреть, где есть пересечение, да, вот системный подход, субъектно-деятельный подход, там бихевиоризм, разные есть, и у нашей конфликтологии тоже есть разные подходы, то есть, условно, разные ситечки, возле которых собирается некий материал, просеивается, и мы говорим, вот согласно вот этой теории, да, там теория там, насилия, и тому подобное, да, почему это происходит именно с религиозным сознанием, не просто с обычным человеком, а человеку, у которого есть картина мира, установки, ну и остальная система ценностей, не только система ценностей. Поэтому на выходе должна получиться вот мусульманская конфликтология. Кстати, христиане нас в этом смысле опередили. У них это направление, оно, если не так уж называется, то что-то вроде примирительные технологии в христианском приходе. И отдельно я вот хочу здесь поделиться своим даже таким наблюдением, открытием. Попалась мне недавно книжка, она была что-то вроде управления конфликтами в приходах. Да? То есть как можно
работая с детьми, с родительским сообществом, с христианскими религиозными деятелями, решать проблемы хозяйственные, в том числе и межличностные, с детьми и со всеми ближайшим окружением. К сожалению, я не могу сказать, что мы, мусульмане в Татарстане, вот так вот можем как-то с гордо поднятой головой сказать, что вот мы эти процессы осмысляем. Но, по крайней мере, в книжной продукции, в том же самом федеральных книжных сетях такую информацию я не нашла. Можно следующий слайд. Далее, это прикладная, то есть то, что мы сначала, у нас был опыт обучения уже второй раз, альхамдулилля, у нас был опыт обучения казы. Собственно, есть хорошая обратная связь от них, то есть, понимаете, взаимодействие с разными категориями мусульман, тем более супружеские, детско-родительские отношения, там, регулирование конфликтов в области экономической деятельности, да, те же самые супружеские отношения, они тоже требуют себя внимания. И только вот религиозная такая, какие-то нормативы, есть еще понятие эмоций, чувств, которые тоже должны проговариваться правильно, конструктивно, стороны должны идти на диалог. Чаще всего, я вот вам еще раз покажу, что чаще всего, к сожалению, или уход от конфликта, что тоже есть и тоже хорошо, одна из форм реакции человека на конфликт, это уход. Да? Можно следующий слайд? Ну и следующее, что меня побудило, это как раз-таки посмотреть, есть ли особенности в конфликтах, которые происходят в межличностном общении, в социальном, там, религиозном, в ценностном. Первое выступление было связано с тем, а как вот реагировать, если он там руки поднял, да, там они в другой последовательности свои ритуальные обряды выполняют, что с этим делать? Вот как, когда он стоит перед тобой, да, вот как ты на него должен реагировать? Да? Либо мы должны проигнорировать, сказать, хорошо, ты имеешь право, я даю этому место. Или как-то еще, или там кулаками махать. То есть какова динамика, какие, собственно, конфликты вообще существуют у нас. Если это вопросы, если это обращение к казе, мы понимаем, что это конфликты, связанные с разделом имущества, с бракоразводным процессом, да? Но еще, наверное, экономический конфликт. По крайней мере, это то, что я нашла, получив экспертный опрос, сделав экспертный опрос. Ну и как нужно управлять конфликтами, да? Не так, как мы привыкли управлять, а как можно сочетать и религиозное, и светское, и психологическое знание. То есть как знание, как в исламе происходит, мы берем самое лучшее, да, и должно у нас на этом основании заключаться тайная модель в отношениях, в общении с обществом. Можно следующий слайд? Ну и, собственно, мы с вами являемся представители своей эпохи. Не нужно забывать, что мигрантское сообщество с их культурой тоже накладывает небольшой отпечаток, и конфликты с участием мигрантов, они тоже есть. Если говорим о глобализации, ну, это, например, арабизация нашей особенно одежды женщин, одежды мужчин, книжная продукция, очень много, вместо того, что... Ну, я не осуждаю, еще раз говорю, я просто фиксирую ваше внимание. Если идет, ну, например, какая-то сейчас ситуация более-менее стабилизировалась, если идет какая-то иллюстрация, связанная с объяснением ребенка, например, тех или иных основ, почему-то мы используем символ той же самой не березы, а, например, пальмы, да? Не лошади, а, например, верблюда. Я понимаю, что это некий арабский культурный код, он всем понятен, да? Но у нас есть свои тоже коды. И вот мне бы, конечно, я бы тоже хотела на это внимание обратить, потому что мы говорили, что если еврейская модель, наверное, можно интегрировать, да, и можно существовать и обогащаться. Почему бы не обогатиться, если это можно сделать, даже в культуре? Можно следующий слайд? Ну и, собственно, актуальность, то, о чем мы с вами говорим, вот эти вот женщины, многочисленные мусульманки, это очередное обучение, которое проходили как раз-таки по повышению психологических компетенций. Это вот ваши непосредственные коллеги, которые приезжали и получали обучение, связанное с семейной системой, с психологией. Ну и, собственно, большое было множество, я была в том числе. И, понимаете, мы оттуда выходили вот совершенно с другим опытом.
Я согласна, что Коран дает нам очень многие ответы, да, но еще раз говорю, все-таки интеграция тех или иных светских знаний, особенно тех, которые полезны, оно должно быть. И вот это обучение длилось порядка 2 месяцев, и наши уважаемые мугалимы получили некоторые компетенции, как реагировать на ту или иную ситуацию. Это было обучение где? Это ресурсный центр развития исламского образования. Да, все проходило на безвозмездной основе, и 36 часов на повышение квалификации, это все, собственно, тоже случилось. Можно следующий слайд? Ну и по поводу технологий, которые изначально присущи нашей УМе, это система казиатов, первый казы, который вам хорошо известен, Саматов, собственно, очень достойно эту линию по разрешению конфликтов продолжается. Эта деятельность. Можно следующий слайд? Но можно все-таки вернуть, да? И я, как уже конфликтолог говорила, та самая технология, которую я предложила, это посредник. В качестве посредника может выступать, естественно, если та или иная девушка, молодой человек дойдет, потому что не каждый человек готов принять ситуацию, с которой у него случилось. Ему стыдно, у него чувство вины возникает, что его общество обязательно может осудить, может сказать, что ты плохая мать, ты плохой отец. Я своих, скажем так, ссор не буду выносить из избы. Такая установка тоже может работать. Особенно в Дагестане, особенно на Кавказе, это очень сильно распространенная практика. А вдруг мой случай клиентский будет кому-то известен, не дай бог, тогда все узнают, какие мы счастливые или несчастные. Да? То есть первое – это казы, затем к имамам. Есть обращение, я не имею опыта общения вот такого плотного с имамами в научной точке зрения. Я не брала у них ни интервью, я работала только с казами. Дальше работаю, поскольку это мои прямые психологи, с мусульманскими психологами. Их не так много. Собственно, мы институализировались, у нас есть даты, у нас есть график работы, у нас есть планы работы, у нас есть люди, которые оказывают тоже бесплатное консультирование, у нас есть те, кто занимается научным осмыслением этих проблем, у нас есть супервизия и тому подобное. Поэтому, если еще раз кому-то будет интересно, я дам координаты, пожалуйста, ничего не скрываю. Ну и, собственно, члены семьи, которые тоже являются некой эмоциональной опорой или, напротив, человеком, который способствует возникновению или улучшению ситуации в семье. Значит, как правило, это работает, возможно, еще и преподаватели, да, наверняка, которые формируют привязанность наших с вами деток мусульман. Можно следующий? Ну и, собственно, это вот самое первое обучение имамов в медиации, то есть как нужно сделать так, чтобы конфликт не дошел до суда, чтобы была довольна и жена, и супруга, или иные собственно, представители иных экономических отношений. Это у нас тоже, кстати, наша кафедра как раз-таки эту работу тоже проводит. Ее директор, он здесь с нашими имамами, вы же, вернее, даже здесь уже не имамы, а здесь казы, он работал, я, насколько мне помнится, это 14 год, могу ошибаться, даже, может быть, раньше. Вот сюда следующий слайд. Но это уже совершенно Булгарская академия, на нас также, то есть это сотрудничество продолжается в духовном направлении мусульман, я тоже выражаю признательность за понимание того, что компетенция необходима, да, потому что никто из нас не учится на психолога, это совершенно отдельная отрасль, поэтому, собственно, тем более на конфликтолога и на медиатора, мы этими знаниями делимся с удовольствием. Можно следующий слайд? Ну и, собственно, та самая ассоциация психологической помощи мусульман, она молодая. Это второе представительство, которое открылось по всей России. Есть оно в Крыму, есть оно в Ставрополе, есть оно в республиках еще, по-моему, даже в Уфе, кстати, да, в Уфе тоже есть. Плюс ФНД его возглавляет. Буквально, наверное, месяц назад нас принимал Камис Самигулин, и такая встреча на ИГИС совершилась. Мы донесли ему свою позицию, соответственно, Камис Хазрат озвучил свои пожелания, то есть такой договор о намерениях, дружбе и согласии, он был осуществлен впервые. Можно следующий слайд?
Ну и, собственно, я доношу результаты своего полевого исследования. Это в вопросе участвовали КАЗы, наши КАЗы, было 10 человек. Собственно, ряд вопросов я поставила, но взяла для исследования только то, что касается сегодняшней нашей темы. Ну и, собственно, когда я задала моим уважаемым респондентам, какие пути разрешения конфликтов есть, они перед вами. Это первое обращение к религиозным деятелям, то есть страх здесь он преодолевается. Естественно, я не уточняла, потому что это было пилотное исследование, я не уточняла, кто обращается, мужчина либо женщина, да, скорее для разрешения проблемы. Потом часть из них идут на переговорный процесс, но и часть из них обращается в судебные органы, что тоже является показателем и институционализации любого конфликта. Вот мы это так называем, да? Ну и результат экспертного вопроса я просила тоже, вопрос был поставлен аналогично, кому еще обращаетесь. Собственно, один человек ответил, что к родственникам, что это обращение к психологу тоже один. То есть здесь можно сделать на вывод о том, что возможно, к родителям не обращаются, но потому что, чтобы их лишний раз не беспокоить, а к психологам вообще никто не идет в силу того, что есть тоже определенные установки, опасения, возможно. Я про себя еще не... Видимо, культурно смерть, да, обращение к психологу, я не псих, да, сначала первое, видимо, сыграла такая установка. И последний слайд. Второй вопрос, какие методы, даже не методы, а модели разрешения конфликта человек избирает. Я скажу, что их всего 5 возможных. Это уход, это уклонение, это сотрудничество, это компромисс и это соперничество. Вот в данном случае, почему... Это методика Роттера вы использовали, да? Томаса Хиллмана, да. Ну, собственно, по уходу, затаиванию обиды, недовольства один человек только, собственно, по-моему, один, да? Два человека, так сказали. Компромисс, приспособление один, борьба и приспособление. Меня порадовал вопрос, одновременно порадовал, одновременно огорчил как исследователь, это компромисс, потому что компромисс — это когда мне не нравится на 50%, и моему оппоненту тоже на 50% не нравится решение, к которому мы пришли. И оно вот сегодня нам оно не нравится, вернее нравится, а завтра могут какие-то факторы возыметь, да, или он просто в сознание придет, что это не совсем понятно. И эта конструкция она просто разобьется на древности. Но тем не менее, вот результаты есть такие. И нужно сказать, что это небольшое было количество, пусть оно экспертное, пусть оно качественное метод исследования. Да, я применила, по-другому здесь, наверное, сложно было что-то сделать. Поэтому вот такие результаты моего второго поступа к этой большой-большой теме. Благодарю, можно следующее? Благодарю за внимание. Если... Да, можно еще раз сейчас следующее, до конца. Следующее. Если будут какие-то вопросы, предложения, да, я с удовольствием. Что выражение будет? Затаивание. Да, я, наверное, просто графическую ошибку. Спасибо. Тема действительно достаточно интересная, очень интересная, потому что я даже как психолог сам впервые узнал, хотя бы я сам занимался психологией религии, кстати, вопросы, наверное, есть, да, как понимаю? Да, термин Марина, управление конфликтами. Это в каком смысле? Вот он говорит, так, формально кажется, да? Если я могу управлять, их просто не будет тогда. Вот я так буду управлять, их не будет тогда. Можно ли управлять конфликтами? Да, это, во-первых, и мониторинг, и работа с сигналами, которые тебе подают, те или иные социальные группы, то есть это их учет. Это и анализ текущей ситуации, и их профилактика. Вот это вот вся совокупность этих действий, она попадает в управление. Ну и, во-первых, это вот возможность сообщить о предконфликте, возможность подать сигнал, да. То есть достаточно большой... Термин управление подходит, мне кажется, как
неудачный термин. Нет, это вот Как это можно управлять? нет. Что-то другое То, надо. что касается управления конфликтами, это общепризнанный как бы, термин, потому что действительно существуют специалисты по управлению конфликтами не только между людьми, даже между государствами. Даже, ну вот, это общепринятый термин. Управление конфликтами. То есть ты управляешь. Конфликт же всегда есть. А вот если ты с ними не управляешь, значит не справляешься с ними. Вот в этом аспекте. Ну, если можно управлять, когда можно свести к минимуму, всегда тогда можно, значит, получается. Но это же не так. Еще вопросы? Söyleler alışıkşı olan tek sinyal. Айда. Buranın sınıftan bu cüzda denen hikmet var ki buraya emoji zamına. Şüpheyken Müslüman kişi onun dilinden de onunla da ziyan kurmaya kişidir. Şundan başka da işte Müslümanı var. Bundan da dilinden kişi ziyan kurmaya kişidir. Ne de şu Müslüman var. Ne de şu mu da создавать ситуацию такую конфликтную. Зачем он так же? Müslüman bizden miras создавать. Onu создавать между мне кажется, хилин кişiler olarak kişi. Ничем kalacağımız da bizim millet bu inşa değil bilmiyorum. Kalacağımız da başka областта ise kalacağımız bilmeyen kapıları şu kadar geziyorlar. Nemleri seviyor okuyucu travmaşın. Kimleri что bile başlaştı. Bütün şey kavuştu diye ezekten uzun baktıralar. Ne o sporlarda Müslümanlar ile hadiseler. Kim kalacak kişiler burada kim merak burada. Şuna sahip bir kim Nitte vasfılar kim ustularlarda şuna sahip bir yazar. Yani ana hikmetleri siyasi kitap başlasan Müslümanlar şu kadar derecede bakar kişiler. İslam kanunu bilen yaşasak varız da o konflikt yani terminin dışında kalalım. Gerekler bunlar. Ne şöyle bir şey var. Bir kere şu kadar aynı şey var. Ondan sonra Müslümanlarla dostlaştırma, iki Müslümanların arasında dostlaştırma, aynı то, что огонь подливать киптеровать, что экономная шума, старайся по ситуации отводить для решения, bu soğukça bırakışlı şahane. Onların Müslümanları kutlasamaya bunda bir önceki makalesine gitsen de bu hikmeti gibi şahane. Что ситуация психолога палатишки киптеровать шахane, именно ситуация ведь сам по себе, на самом деле, сам не могу сошибать. Да, меня изряд достаточно прощало тизгает пример. То, что касается конфликтов, которые возникают, конфликты бывают, между прочим, разные. Внутриличностный конфликт. Тот человек не знает, что ему выбрать. Вот что им не знает, не знает. Да, между людьми бывает. Что только не бывает. В самом Коране несколько раз повторяется, что человек рожден слабым. И именно в Коране, потому что он рожден слабым, да, или создан слабым, как раз-то, в общем-то, даются четкие какие-то рекомендации, как нужно разрешать какие-то проблемы там, вот как с женой обращаться, как там, ну и так далее, там много. И в хадисе то же самое. Ведь пророк дал это не просто, это он дал мусульманам нам, да. То есть это не означает, что если мы, может, действительно пришли в религию, человек же слаб, все равно он должен перебороть себя, свои внутренние конфликты. И тем более с другими. Он знает, что вот надо любить человека, хорошо относиться, но нет, вот у него эмоций, он ненавидит человека. То есть человек слабый, именно поэтому как раз и в Сунне, и в Коране даны нам некоторые рекомендации по разрешению вот этих и внутриличностных, и межличностных конфликтов. Вот насколько вы как раз этими проблемами занимаетесь, так? То есть обращаясь именно к Корану, Сунне, вы ищете, каким образом можно помочь человеку разрешить внутриличностные и внутриличностные конфликты. И еще один вопрос. Мне интересно, вы какой по специальности у вас что ли? Я историк. История. Междугородник. Да, потому что международник. Ну, это по Фрейду, вы же между городами. Да. Ну, обычно это конфликтология, это отрасль социальной психологии, по большому счету. Если, ну, значит, если этим заинтересовать, да, была какая-то личная причина. Так я понимаю, да? Да. Вот то, что касается опроса, это хорошо, что вы пытаетесь ее как-то научно обосновать. Но у вас было гуманитарное образование, есть понятие мат-статистика. Вот по мат-статистике вы не сможете делать выводы по этим двум-трем этим самым. Правильно, Формула корреляции там используем, да? Нет, там не только корреляция, там нужно, ну, в общем, частотный анализ там всякий. Насколько... Ну, и теория игры, да, здесь с разных сторон. Скорее, с какого-то инструментария. Но вы нам сообщили достаточно очень
интересную вещь, потому что на самом деле есть христианская психология, есть христианская психотерапия. И наконец-то у нас тоже возникла, ну, в данном случае вы говорите, мусульманская конфликтология. Это ваш термин, там копирайт. Да, пока можно. Отлично, надо его развивать, это действительно новое. А вот то, что касается, оказывается, есть психологический помощь мусульман, это, наверное, тоже недавно появился. 1 год существует. Один, вот поэтому мы не знали. Была. Или название тоже конфликт мусульманская конфликтология. Мусульман dünyası, и вот конфликт. Müslüman kararıyla yaşasak da konflikt bulamıyor. Yalan ettiler. Müslümanın fitneye bekliyor. Понимаете, конфликтология как наука. То есть наука о конфликтологии с точки зрения ислама. Ну подумайте. Да. Bir meseleden sınırlı niteliğinde. Bunlar dinden yarat bayırlar, Hristiyan dindeki Müslüman bayırların talkalı operasyonu kutmanında. Bunlar falan formadır. Şimdi eyteler Müslüman bayırlar da şunu Müslüman bayırlar ki talkalı şavardı nikahlar. Başkası. Yani her dinde kadar bulup değil, kişinin indirdiği mesela. Şöyle hissetmeler var. Hazır bir nikahlı kodalar, resmi dokumentler verirler. Şolar bilen kimler nikahlaşkan, kimler nikahlaşkan şartlar var. Resmileştirmeyenleri yurtta kabul edildiler. Bu mantıklı. Müslüman bayırlar, nikah bilen yıkılgan bayırlar, ona talkalılar var mı değil. Var. Böyle bütün bayırlar. Сирегрек var mı? Yetkut değil. Вопрос, как Зрение, желание оно зрело достаточно давно, но пока следующий год наверное, много задач. Да, спасибо большое за интересный. Стефан, все же вот вы сказали, телефон доверия будет дальше. Ну, наверное, там для себя. Сұрау мүмкін бе? Сұрау мүмкін. Там сіз судебный органдар белән сотрудничать итмисезме? Менә мәсәлән, когда уже гаиләләр килеп җитә шундый чорга, аерылышуга бит. Шуларга ничектер мәсәлән, үзегезнең ярдәмне күрсәтү нияте белән, как бы чтоб алар сезгә чыксыннар һәм шул нидән инде. Или аларның номерларын мәсәлән сезгә бирәләр һәм сез аларга чыгып, шушы конфликтны аерылышуны бәлкем 100дән берне мәсәлән төзәтергә мөмкин булыр иде. Шундый сорау да шуның эшен эшләмисезме һәм инде тәкъдим кебек. Знаете, какой заход был на представителей ЗАГС? Это обучение как раз таки медиации. То есть просветительскую функцию, что могли мы сделать, да. А вот так вот Тесная связь. координировать с ним. А что мешает этому? Время, возможности. Ama firma açılarak gerek, anlaşılan için. Ну, на бизнес-идея kimdedir бәлкем. Не только научный смысл, он Аңлашылды, рахмат. Но я фигашен бар бин тоштырулар бар, Müslümanlar, onda psихологический деструктурировка ол, жұмышларда заниматься етеді, да? А мусульманский психолог нравится специалист var mı? Пока нет. Meni o'zim o'ylamoqcha, musulmon psixologi butun psixologiyani bilga tegish. Bu boshqa svetskiy образованиеларга tegish. Shundan endi deydi. Mana sizning oldingizda musulmon psixologlar va boshqa svetskiy образование psixologiya bo'ldi. Shundan din yo'liga ketdi endi. Allah yana yok endi. Yo'q. У вас специальность Андрей. Потому что специальность и профессия определяется Минобром, там, Минтруда, там и так далее. Aslında restoran etmiyorlar. Yok, yok. Dersi var mı? Учебник. Есть уже
рецензируем, называется «Вам славим устами с мемуар» на исламские исследования. Вот там есть отдельные разделы, которые посвящены социальной Так, психологии. карантин, а так учебника нет пока ничего. Нет, нет. Есть переводные издания, Малика Вадри, это основатель исламской психологии, она есть, ее скачать можно. Да, я так смотрел, да. Вот эти вопросы не надо менять слова. Bu İslam devletlerinde işlengen şukurlar ne varmış? Orada basitliğin şeyler, bizler bu şundan münasebette bizge Uygun mu münasebette o belki teorisi ağırlar ya bizler bizimle bu başlanan falan değil. Да, наша ассоциация перевела классика мусульманских психологов Малика Вадри на этапе такого осмысления, как